Здравствуйте. В эфире «Настоящее время», в студии в Вашингтоне Юлия Аппел. Сегодня в программе 7,5 лет тюрьмы. Бакинский суд огласил приговор Хадидже Исмайловой. Морской бриз в Одессе – самые масштабные военные учения в истории Украины. Положение детей-инвалидов в России неприемлемо. Вывод доклада правозащитной организации Human Rights Watch. Мы начинаем с новостей из Праги. Динара, пожалуйста. Спасибо, Юлия. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Динара Аргин. Здравствуйте. 7,5 лет лишения свободы. Такой приговор вынесли сегодня в Баку азербайджанской журналистке Хадидже Исмайловой. Официально ее обвинили в экономических преступлениях, но сама журналистка заявила, что ее арест политически мотивирован и напрямую связан с журналистскими расследованиями фактов коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана. Адвокат Хадиджи Исмайловой Фарис Намазлы сказал, что они ожидали более строгого приговора. Мы обжалуем приговор. Хадиджа сказала, что ожидала более строгий приговор. То, что с Хадиджи сняли некоторые обвинения, для нас стало неожиданностью, потому что в подобных делах мы с такими решениями еще никогда не сталкивались. А вот как прокомментировала приговор мать Хадиджи Эльмира Исмайлова. Это означает, что Хадиджу нейтрализовали, но она не будет молчать, не будет прекращать писать. Она у нас борец, она сильная и просила передать всем, чтобы были стойкими и продолжали борьбу. Хадиджа Исмайлова родилась 27 мая 1976 года. В 1997 году окончила школу востоковедения Бакинского государственного университета, имеет эквивалент степени магистра по тюркской филологии. С 1997 по 2003 год работала в азербайджанских газетах. В 2001 году получила премию Гасанбека Зардаби за высокое мастерство репортажей на политические и международные темы. В 2006-2007 годах работала репортером и ведущим азербайджанской службы радиостанции «Голос Америки». С 2008 года работает на азербайджанской службе «Радио Свобода». С 2011 года Исмайлова участвует в проекте по освещению действий организованной преступности и фактов коррупции в качестве координатора по Азербайджану. Азербайджанская служба «Радио Свобода» неоднократно публиковала журналистские расследования Хадиджи Исмайловой о коррупции и схемах экономических махинаций в крупнейших компаниях страны. Все они в разной степени оказывались связаны с семьей действующего президента Ильхама Алиева. С 5 декабря 2014 года находится под арестом. Еще двое бойцов Нацгвардии Украины, раненых вчера во время столкновения у здания Верховной Рады, скончались в больнице. Таким образом, число погибших достигло 3, и 141 человек пострадал, по последним данным МВД Украины. Журналистам украинской службы «Радио Свобода» удалось заснять человека, который предположительно бросает гранату в стражи правопорядка, от взрыва которой скончались бойцы и пострадало большое количество людей. По данным МВД Украины, злоумышленник задержан. Им оказался боец добровольческого батальона «Сич», находившийся в Киеве в отпуске. Напомним, что беспорядки начались вчера у здания Рады после того, как депутаты одобрили в первом чтении проект конституционной реформы. Президент Украины Петр Порошенко осудил организаторов столкновений и подчеркнул важность конституционной реформы для страны. А что было бы, если бы Верховная Рада не проголосовала за изменения в Конституцию? На порядок возросла бы угроза разрушения международной проукраинской коалиции. Исчез бы с повестки дня вопрос о продлении санкций, которые очень больно бьют по агрессору. Вполне реальной стала бы перспектива остаться с агрессором 1 на 1. В Одессе стартовали самые масштабные в истории Украины военно-морские учения «Си Бриз». В акваторию Черного моря уже прибыл эсминец США Дональд Кук. На торжественной церемонии открытия присутствовали премьер-министр Украины Арсений Яценюк и посол Соединенных Штатов Джеффри Пайет. Украинский премьер подчеркнул, что после того, как Россия аннексировала Крым, Черноморский регион перестал быть стабильным и безопасным. Задача украинских военных в рамках учений не только найти общий язык с партнерами из других стран, но и начать переходить на стандарты НАТО. Наши дальнейшие планы предполагают интенсификацию совместной работы. Наша задача сделать так, чтобы Черное море было безопасно, и Российская Федерация, которая незаконно аннексировала Крым, понимала то, что любые незаконные действия будут пресечены нашими совместными усилиями. Бесланской трагедии 11 лет. Сегодня в северо-осетинском городе начались траурные мероприятия, посвященные печальной годовщине теракта. Они продлятся до 3 сентября. Ровно столько, сколько держали в заложниках детей и учителей школы номер 1.
Цветы под фотографиями погибших, игрушки, бутылки с водой, которые так не хватало заложникам, и 334 зажженные свечи в память о жертвах теракта. Сегодня в городском дворце культуры состоится пресс-конференция организации «Матери Беслана». Многие жители города считают, что власти пытаются придать забвению эту трагедию, и объективного расследования этих событий так и не произошло. 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года в школе номер 1 северо-остинского города Беслан, 32 террориста захватили в заложники больше 1000 школьников, их родителей и работников школы. Всех заложников террористы свели в спортзал школы, и более 2 суток люди находились там в тяжелейших условиях, в тесноте, без воды и туалетов. Террористы установили множество взрывных устройств, начиненных шурупами, болтами и гвоздями. Детей поставили живыми щитами в оконных проемах. Переговоры с террористами дали первый и последний результат 2 сентября. Они выпустили 26 человек, самых маленьких детей и их матерей. 3 сентября после серии взрывов обрушилась крыша спортзала. Из здания стали выбегать заложники, по ним ведут огонь террористы. Некоторые из них пытаются прорваться среди заложников. В результате теракта погибли 186 детей, 17 учителей и 111 родственников и других присутствовавших на линейке. Кроме того, погибли 19 силовиков и гражданских спасателей. Один террорист захвачен живым и осужден пожизненно. Уже через 10 дней после теракта Владимир Путин огласил программу политических реформ, главным пунктом которых стала отмена губернаторских выборов якобы для создания эффективной системы внутренней безопасности. О политических последствиях теракта мы побеседовали с главным редактором Московского бюро «Радио Свобода» Леонидом Велиховым. Беслан стал поводом для того, чтобы власть отгородилась, наконец, от народа высокой китайской стеной, потому что до этого пришлось отвечать на неприятные вопросы по поводу Норд-Оста, и, как мы помним, Путин попал в просак на ток-шоу Ларри Кинга, нелепо ответив на вопрос о Курске еще раньше. Уже был арестован Ходорковский, и как-то пришла в понимании власти, пришла пора, когда нужно со всем этим, значит, со всей этой такой эпохой развязанных вопросов, на которые власть должна была отвечать, заканчивать. Поводом формальным, очень таким сильным стал Беслан. Были отменены выборы губернаторов, вообще были свернуты практически те немногие демократические преобразования и те немногие демократические институты, которые в России существовали с 90-х годов. Настало время новостей наших американских коллег. Юля, вам слово. Динара, спасибо. Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала сегодня доклад о положении в России детей с ограниченными физическими и умственными возможностями. Главный вывод доклада: в России существует множество препятствий для того, чтобы дети с инвалидностью получали образование. Кроме того, они подвергаются дискриминации. Этот вывод авторы документа сделали на основе 200 интервью с детьми и взрослыми с инвалидностью, а также посещения 10 государственных интернатов и встреч с различными должностными лицами в России. И из Нью-Йорка, где находится штаб-квартира Human Rights Watch, к нам выходит на прямую связь наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Вика, добро пожаловать. С чем связаны такие тревожные выводы доклада? Юля, в первую очередь по этому докладу, по выводам этого доклада, у детей с инвалидностью в России нет возможности получать адекватное образование, они подвергаются дискриминации. В первую очередь потому, что в России не существует инфраструктуры, которая позволяла бы им свободно передвигаться в пространстве. Нет специальных пандусов для кресел-колясок, нет специальных лифтов, нет специального транспорта. Существуют также примеры дискриминации и сегрегации детей с инвалидностью. Десятки тысяч таких людей отправлены в закрытые интернаты, там живут, проводят там свое детство, и там они или вообще не получают образование, или получают неадекватное образование. Там нет специально подготовленных, там нет специалистов, которые прошли бы специальную подготовку. В России нет федерального стандарта, который требовал бы от воспитателей людей с
инвалидностью, чтобы они получали какие-то определенные очень специфические навыки. Вообще самая главная идея этого доклада, что в России нет инклюзивности, что вот эти дети с инвалидностью, их отправляют куда-то с глаз долой, общество, чтобы общество их не видело, в каком-то смысле, видимо, общество их стыдится, и они не приобретают навыков для нормальной жизни, для функционирования в обществе, и общество к ним не привыкло, оно их не видит, оно не готово к тому, чтобы воспринимать их как полноценных граждан, как своих полноценных граждан. И, видимо, поэтому происходят такие чудовищные инциденты, как тот инцидент, который произошел в Нижнем Новгороде, когда девочку с аутизмом выгнали из кафе, потому что она вела себя по-другому, выглядела по-другому. И владельцы этого кафе, видимо, решили, что она распугает их клиентов. То есть вот этот принцип инклюзивности всех граждан в обществе в России по данным доклада не соблюдается. Вика, скажи, пожалуйста, ведь в докладе еще содержатся рекомендации, как вот изменить сложившуюся ситуацию. Коротко, пожалуйста. Да, Юля, совершенно верно. Там содержатся рекомендации российскому правительству и также различным министерствам, в частности, Министерству образования, социального обеспечения, труда. И главный принцип, опять-таки, создать условия для того, чтобы эта инклюзивность соблюдалась, чтобы дети с инвалидностью могли получать адекватное образование в контексте всего социума, а не где-то в специальных каких-то отдаленных заведениях. И, Вика, спасибо большое. В этом нет ничего... Да, я вынуждена тебя прервать. Спасибо, очень интересно. Это была Виктория Купчинецкая, наш корреспондент в Нью-Йорке. И в продолжение темы чемпионка Паралимпийских игр Татьяна Макфаден – одна из тысяч российских детей, которые были усыновлены американскими гражданами до вступления в силу запрета на иностранное усыновление, так называемого закона Димы Яковлева. С Татьяной встретилась наш корреспондент Светлана Прудовская. 26 лет назад в детский дом 13 города Петербурга доставили новорожденную девочку с парализованными ногами. Назвали ее Татьяной. Мама больной девочки не смогла оставить ее себе, ей это было не под силу. Когда Тане исполнилось 6 лет, ее удочерила американка Дебора Макфаден. В 15 лет Татьяна Макфаден уже была одной из самых быстрых гонщиков на колясках в мире. Теперь она 11-кратная чемпионка. Только за последний год она стала чемпионкой Паралимпийских игр в Сочи, где получила серебро, участвовала и побеждала в крупных гонках в США, в марафонах в Бостоне, Лондоне, в Чикаго, Нью-Йорке. Сейчас Татьяна продолжает учиться в университете в Чикаго и параллельно готовится к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Портреты Тани в колясках появятся на более миллиарде банок Кока-Колы по всему миру. Ее жизнь почти ничем не отличается от жизни ее сверстников, друзей и однокурсников. Почти – это ее коляска, с которой она не расстается никогда. То, что случилось недавно в России с девушкой-инвалидом, которую попросили выйти из кафе, потому что ее вид мог напугать посетителей, Татьяна прочитала на Фейсбуке. Это так печально. Разве девушка виновата в том, что родилась больной? Общество должно заботиться о каждом человеке вне зависимости от его физического состояния. У каждого есть проблемы. Чем отличается Америка от других стран, это тем, что мы привыкли видеть самых разных людей, и все они часть нашего общества, привносящая свою долю в его развитие. Инвалиды в Америке чувствуют себя наравне со всеми, потому что все создано для того, чтобы мы не чувствовали себя другими, и мы не чувствуем. И то, что происходит в России, это так страшно. Мама Татьяны, Дебора Макфаден, часто путешествует вместе с дочерью по всему миру. Несколько раз приезжала в Россию. Я была в России много раз и могу с уверенностью сказать, что россияне в целом очень теплые, любящие люди. Они просто не понимают инвалидность, потому что не видели ее близко из-за изоляции инвалидов. Жизнь инвалидов в Америке – это такая модель существования, где все доступно для людей с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата и других заболеваний. Инвалиды зачастую сами водят машину, и это прекрасно сказывается на их мобильности. Лучшие парковки для них, и никто никогда их не занимает. Любой архитектор, создавая проект, знает, что если не будут учтены требования, касающиеся инвалидов, работа не будет принята. К владельцам ресторанов
тоже жесткие правила. Чтобы получить лицензию на открытие ресторана, кафе, любого заведения, необходимо, чтобы был не только пандус или съезд с тротуара, но, если есть лифт, в нем должна поместиться инвалидная коляска. В просторном туалете должны быть установлены все необходимые аксессуары. Комиссия очень строго к этому относится, все вымеряя до миллиметра. Но это норма, все это знают, и никого это не может возмутить. Все это просто элементы удобства, которые никого не удивляют. Многое для такой комфортной жизни закреплено в США на законодательном уровне. Но, пожалуй, самое важное – это доброжелательное отношение общества к любым инвалидам, воспитанное с самого детства. Светлана Прудовская, Ева Болдина, «Голос Америки». Пентагон направил в Латвию 2 разведывательных дрона МК-1 и 70 военнослужащих ВВС для участия в выполнении учебных задач. Этот шаг сделан в рамках действий администрации, призванных убедить европейских союзников в приверженности США делу обеспечения их безопасности. Направив беспилотники на авиабазу Лиелварде, американские военные будут впервые участвовать в подобных заданиях. Также в понедельник 2 американских истребителя F-22 прибыли в Польшу с однодневной учебной миссией. Президент Обама во вторник предложит ускоренный план закупки нового тяжелого ледокола для арктического региона США, где таяние льдов привело к активизации морского движения. Белый дом заявил, что закупки необходимы для обеспечения безопасности в меняющейся Арктике и для того, чтобы преодолеть отставание от России. Лишь один американский ледокол пригоден для эксплуатации в тяжелых условиях, сообщили в Белом доме, при том, что у России есть 40 ледоколов и еще 11 планируется или строится. Затопленные страны, заброшенные города, потоки беженцев – все это ждет мир, если не предпринять срочные меры по предотвращению изменения климата. Такой драматический сценарий для всего человечества обрисовал президент США в первый день своего исторического визита на Аляску. Стремясь расширить свое экологическое наследие, Барак Обама перенес президентскую трибуну в Анкоридж и призвал остальные страны принять оперативные меры по спасению планеты. Выступая на конференции по вопросам климата в Арктике, Обама решил задать тон трехдневной поездки по Аляске, в ходе которой он обратил внимание на проблему тающих ледников и уходящих под воду поселений полуострова. Своим визитом в самый северный штат США Обама в буквальном смысле изменил карту материка, переименовав самую высокую гору Северной Америки МакКинли на Денали. Как заявили в Белом доме, изменение названия отдаст дань священному статусу горы Денали для нескольких поколений коренных жителей Аляски. Название горы переводится с одного из атабасских языков как «тот, который великий». До изменения самый внушительный пик континента, возвышающийся над уровнем моря на 6168 метров, носил имя одного из президентов США Уильяма МакКинли, уроженца штата Огайо, который, нужно сказать, никогда эту гору не посещал и никакого отношения к ней или к Аляске в целом не имел. Между тем, президент Обама примет участие в реалити-шоу о выживании в экстремальных условиях, который ведет бывший сотрудник британского спецназа Беар Гриллс. Как сообщил телеканал NBC, где будет транслироваться эпизод и где транслируется шоу, президент пройдет экспресс-курс по технике выживания под наблюдением своей охраны. 125 электронных писем, написанных либо полученных Хиллари Клинтон во время ее пребывания на посту госсекретаря США и опубликованных в понедельник вечером, содержат секретную информацию. Именно поэтому их выпустили в отредактированном варианте. В Госдепартаменте сообщили, что на момент их получения и отправления информация не считалась секретной. Тем временем в списке потенциальных кандидатов в президента от Демократической партии остается большой знак вопроса. С начала мая Клинтон потеряла 20% популярности среди избирателей. Примет ли вице-президент Джо Байден участие в гонке? Ответ на этот вопрос может быть получен уже в ближайшие дни. Вадим Оленичев о последних перипетиях предвыборной кампании. У Джо Байдена весьма внушительный послужной список. Почти 7 лет на посту вице-президента США, а до этого 36 лет в Сенате. Второму человеку в государстве хорошо знакомо все, что происходит во время предвыборных кампаний. Хотя Байден еще не сообщил, что вступает в президентскую гонку, такое заявление он может сделать в любой момент. Во всяком случае, некоторые из его последних выступлений звучали вполне в духе предвыборных баталий. Мы не вернемся ни к социальной политике 50-х, ни к внешней политике времен Холодной войны,
ни к экономической политике предыдущей администрации. Еще несколько месяцев назад, когда Джо Байден потерял своего сына Бо, скончавшегося от болезни, в лагере демократов царила относительная ясность. Фигура Хиллари Клинтон выглядела непоколебимой, и казалось, что у бывшей первой леди нет конкурентов среди демократов. Но с тех пор позиции Хиллари Клинтон сильно пошатнулись. Скандал по поводу нарушения служебного протокола в период пребывания в должности госсекретаря может стоить Клинтон партийной номинации. Поэтому некоторые политологи считают, что для Байдена открываются реальные возможности. Правда, в этом случае ему придется приложить серьезные усилия, чтобы показать свое отличие от другого фаворита демократов Берни Сандерса. Ему, как и Байдену, за 70, и он тоже политик левого толка с солидным законодательным багажом. Но Байдена это вряд ли остановит. Я думаю, Байдену прекрасно известны слабые места Клинтон. Я не знаю, как Джо поступит, но если он решит баллотироваться, то сейчас его шансы наиболее высоки. Тем временем у претендентов на республиканскую номинацию новый скандал. Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи потратил последние несколько дней на то, чтобы попытаться откреститься от своих нелестных слов в адрес нелегальных иммигрантов. Напомним, что в одном из выступлений губернатор порекомендовал следить за перемещениями лиц с гостевыми и туристическими визами с помощью технологий, которые использует крупная фирма Federal Express, отслеживая почтовые посылки. Критики сразу же заявили, что для Криса Кристи живые люди все равно, что бандероли. Хотя кандидат и заявил в ответ, что такая мысль просто смешна, но все же попытался объяснить, что его слова были неверно истолкованы. Нам совсем не помешало бы задействовать технологии, которыми пользуется Federal Express. И в этом нет ничего предрассудительного. Я вовсе не пытался сравнивать людей с почтовыми посылками, так что давайте не будем доводить все до абсурда. Тем не менее, высокий рейтинг сам по себе не появится. Легко представить себе, что по мере продолжения кампании кандидатам придется все активнее привлекать внимание публики к своей персоне. А значит, скоро можно ожидать от участников гонки еще более неожиданных заявлений. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. США рассматривает возможность введения санкций против российских и китайских граждан и компаний в связи с кибератаками на американские коммерческие предприятия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации Обамы. Также газета «Вашингтон-Пост» пишет, что санкции будут включать заморозку активов и блокировку финансовых транзакций для лиц и компаний, причастных к кибератакам. При этом источники газеты отмечают, что окончательное решение может быть принято в ближайшие недели, примерно в то время, когда председатель КНР Си Цзиньпин приедет с первым официальным визитом в Вашингтон. Наш эфир продолжат коллеги в Праге. Динара. Жители Забайкалья недовольны тем, что российские земли передают в аренду китайским компаниям. Таким образом, власти планировали решить вопрос безработицы в регионе. Чем грозит экспансия китайцев и почему местные жители не хотят на них работать? В специальном репортаже нашего корреспондента Петра Шеломовского «Поднебесное Забайкалье». Российское Забайкалье – тысячи километров безлюдных пространств. Дремучие леса, редкие поселки и железнодорожные станции, нанизанные на нитку Транссиба. Больше суток понадобится тому, кто захочет пересечь Забайкальский край на поезде. Главное богатство региона – лес. И вот уже более 10 лет в Забайкальском крае лес рубят китайские компании. Законодательством не запрещено прийти там индивидуальному предпринимателю или какой-то компании, да, взять участок в аренду и заниматься заготовкой древесины. Да? Уже более 10 лет назад 40% лесного фонда Могочинского района было передано в аренду китайским компаниям. Отношение к этому у местного населения неоднозначное. Да и политики активно спекулируют на тему о захвате китайцами Сибири. Передача земель китайцам – это не выход из ситуации, это еще более усугубит положение. Как бы мы ни относились, но извините меня, значит, для этого китайцы сюда и едут, они уже тут ассимилируют. Это плохо? Это очень плохо. Почему? Ну, потому что это наша русская земля. История китайцев в Забайкалье длится уже 20 лет. В далеком 1994 году, когда разговор только зашел об этом, местное население выступило решительно против. Потому что вред экологии, и, в основном из-за этого. Потому что вот эти вот дымить будет все равно ветер, он же все равно запах-то этот. Кроме китайцев, желающих инвестировать в регион пока нет. И для местных чиновников это давно не секрет. То, что осталось от бывших леспромхозов, они умерли все, финансовые возможности не работают.
Самым ярким примером китайского участия в экономике региона стал Амазарский целлюлозный комбинат. Планировалось, что он станет спасением от безработицы и создаст новые рабочие места. Соглашение, когда изначально подписывалось в 2004 году, там было 50 на 50, что 50 русских, 50 китайцев. Ну вот я же вам сейчас сказала, вот если под ЦПК полярная 260 сейчас работают, 80 русских, 180 китайцев. Однако местное население устраиваться на работу не спешит. По разным причинам. Дело в том, что у нас много кто к вам пришел бы, да, вот, например, водителями, да, ну, не все удовлетворены на данный момент заработной платой. Но чтобы работать и зарабатывать деньги, нужно трудиться, да? Вот кто работает, тот точно получает. Ну, это у нас в России... По России, как это показывает, это что такое? Есть пьющие, квалифицированные рабочие. Пьянство, как выяснилось, мешает работать многим. Пили, пьют и будут, видимо, пить, выпивать или как там это все сказать. Но дело-то не в том. Нужно смотреть, какая социальная среда. Ведь они на сегодняшний день практически выпивают или злоупотребляют из-за безысходности. Они не могут себя применить. К сожалению, те немногие предприниматели, которые рискнули заниматься сельским хозяйством в Забайкалье, могут рассчитывать только на себя. В сельхозбанке нам говорят, а с чего вы собираетесь отдавать? У вас еще ничего нету. Вот вы когда разведете большое-большое поголовье, а потом приходите. Ну а зачем нам будет потом? Другие банки нам сказали, залаживайте дома, квартиры, машины. Мы вам дадим. Это мы как бы тоже не хотим. Зачем? Это только говорят, и поддерживаем сельский этот. На самом деле, мне кажется, только одни палки в колеса везде, на каждом шагу. Несмотря на недовольство местных жителей присутствием китайских компаний в крае, сегодня это единственный вариант спасти умирающий регион. И местные власти прекрасно дают себе в этом отчет. Состояние, насколько я знаю, сейчас бюджета Забайкальского края довольно плачевное, Нагочинского района в том числе. Но не будет этого предприятия, вообще ничего не будет тогда. Читинские чиновники не теряют надежды привлечь инвесторов. Они уверены в том, что этот и другие проекты сотрудничества с китайскими компаниями будут успешно реализованы. Не так давно власти представили новый российско-китайский проект по развитию туризма в Забайкальском крае. Петр Шеломовский, Шахида Якуб для настоящего времени. Далее новости из Вашингтона. Юлия, эфир ваш. Спасибо, Динара. Так называемое движение свободных школ началось более 100 лет назад. Его цель – дать возможность детям принимать полноправное участие в управлении и организации учебы и досуга. Сегодня по такому принципу работают несколько сотен частных школ во всем мире, но большинство из них находится в США. Наша съемочная группа посетила одну из них в Бруклине. Еженедельные собрания в свободной школе Бруклина, основанные 11 лет назад, посещают все, кому исполнилось 5 лет. В свободной школе Бруклина нет обязательных предметов, экзаменов или оценок, говорит директор Лили Меркальяна. У нас есть предметы, которые ведут учителя. У нас есть структура и правила. Но демократическая система и философия таковы, что у учеников есть свобода и гибкость выбора. После собрания некоторые ученики младших классов идут играть в лего. Подростки играют в видеоигры. Цикл классов подошел к концу. В прошлом цикле я изучал греческую мифологию и математику. В этом запишусь на физику и химию. Наверху играют малыши. Дети в возрасте от 5 до 7 лет в другой комнате играют в настольные игры. Многие школьники проводят время за чтением. Амалия Шварцчайлд учится в школе 2 года. Это очень интересно, потому что ты должен понять, кем ты являешься. Ты также всегда должен знать, чего ты хочешь и как этого добиться. Учителя мотивируют нас, но ты все как бы делаешь сам. Критики задаются вопросом, что могут выучить дети без базового набора обязательных предметов. Сторонники идеи согласны, что подобная система подходит не всем. Однако они отмечают, что такое образование способствует развитию независимого мышления и равной вовлеченности, то есть тому, что необходимо для настоящей демократии.
Теперь о любви и статистике. Если девушке в США все никак не удается встретить того самого парня, дело не в ней, дело в парне. Его просто нет. К такому выводу пришел Джон Биргер, автор книги «Дейтономикс» или «Как отношения стали заложниками цифр». Так, в Нью-Йорке девушек в возрасте до 25 лет с высшим образованием на 38% больше, чем юношей. Этот разрыв еще глубже в городе Райли в Северной Каролине – 49%, и просто катастрофически 86% в Майами. В целом же по стране на каждые 4 выпускницы колледжей и университетов приходится только 3 юноши с дипломом. Куда же податься образованным американкам? Шансы встречи того самого единственного возрастают в Силиконовой долине, Сан-Франциско и Коламбусе, штата Огайо. На этом наша программа подошла к концу. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Всего доброго. До свидания.